Проблема низкого уровня иммунизации населения, в особенности детей, не нова для нашей республики. Массовая вакцинация является одной из наиболее успешных мер общественного здравоохранения. Но за последние годы, по словам представителей медицинского сообщества, уровень иммунизации населения Абхазии не столь высок, как хотелось бы. Как отметила Алла Беляева, главный санитарный врач республики, с прошлого года наблюдается рост заболеваний коклюшем. За прошлый год по республике Абхазия зарегистрировано порядка 900 случаев коклюша. За январь текущего года по республике Абхазия у нас зарегистрировано 72 случая коклюша, из них 66 случаев дети до 14 лет. Коклюш – это острая инфекция, характеризующаяся воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и возникновением мучительного кашля. Заболевание крайне заразно, но контролируется своевременной вакцинацией. Однако, по словам Аллы Беляевой, на данный момент в Абхазии наблюдается крайне низкая прививочная активность, а коллективный иммунитет помог бы избежать вспышки заболевания. Педиатр Республиканской детской больницы Марина Гегия рассказала, что ситуация со вспышкой коклюша на данный момент очень серьезная. Течение заболевания, опять-таки же, опираясь на прошлый год, видя течение у детей младшего года, очень много было осложнений, да, то есть дети с тяжелыми пневмониями, с тяжелыми бронхиолитами, которые нуждались в лечении именно в палате интенсивной терапии, в реанимационном отделении. Как отметил главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния, большинство заболевших в республике – дети. Зафиксировано множество случаев тяжелых осложнений. За 2023 год 28 детей были отправлены на лечение за пределы Абхазии в тяжелом состоянии. Самому младшему из них – 12 дней от роду. Стационарно за прошлый год до 200 больных прошло через нашу больницу. Это стационарно, амбулаторно, которые приходили, уходили, ставили на учет в детской поликлинике, и того больше. Потому что это огромное количество для Абхазии. И что хочу отметить, практически 100% все эти больные были не привиты. Это категория очень тяжелых больных, когда осложняются дыхательной недостаточностью, пневмониями. Практически 10% нуждаются в лечении в реанимационном отделении. При значительном снижении уровня вакцинации теоретически могут вернуться давно регулируемые болезни – корь, краснуха, туберкулез и другие. Единственный способ обезопасить себя и своего ребенка – это своевременная иммунизация. По словам врача-педиатра Эсмы Гуния, на данный момент уровень вакцинации детского населения составляет всего 24%. В нашем случае, если мы взяли 3 последние года, это 21, 22, 23 год, да, были причины и медотводов в связи с ковидом, родители боялись, медики не делали какой-то период, был такой момент, и цифры, которые я могу сегодня привести, это по АКДСу на 2021 год, это было 14% детского населения привито, на 2022 год было 17,3% детей привито, и на 2023 год это составляет 24-36% детского населения, подлежащих вакцинации, которые получили в должном количестве вакцину. Коллективный иммунитет, способный защитить от инфекций и вирусов людей, которым по состоянию здоровья нельзя вакцинироваться, формируется на 95% иммунизации всего населения. Как отметила Асида Матуа, заместитель директора по научной работе Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, все вакцины, которые сейчас применяются в республике, абсолютно безопасны. Доклинические испытания успешно были пройдены. Хочу уже спокойно могу озвучить, что в 2023 году были завершены клинические испытания, также успешно. Да, уже на большой когорте все 3 этапа клинических испытаний были завершены. Это вакцина, которую изобретенная нашими коллегами из Института Гамалея, и мы уже сотрудничаем с ними много-много лет, не только по этому вакцинному препарату, но и по другим. И как специалист, который непосредственно занимается испытанием, да, и апробацией этих вакцинных препаратов, могу сказать с уверенностью, что ни одна вакцина, которая может привести реальный вред или угрозу пациенту, в свет
не выводится. Это просто невозможно. По словам Ады Абухба, главного врача Сухумской детской поликлиники, за все годы использования вакцин среди подрастающего поколения республики серьезных осложнений выявлено не было. Те незначительные подъемы температуры в первые сутки, там небольшое уплотнение в месте инъекции, это все не считается побочным действием. Это то, что сопутствует вакцинации, то, что изложено в инструкции. Также, как рассказала Алла Беляева, для безопасности детских коллективов санитарная служба совместно с Министерством здравоохранения направили письмо в Минпросвещение о запрете приема в детские дошкольные учреждения непривитых детей. Этот запрет действует, пока идет вспышка коклюша. В настоящее время в парламенте находится закон об иммунопрофилактике. Первое чтение он уже прошел, он готовится ко второму чтению, где данная позиция будет закреплена законодательно, то есть в эпидемический период. Независимо, именно в эпидемический период, когда есть серьезный рост заболеваемости, вакциноуправляемой инфекции, будет это коклюш, будет это корь, будет это дифтерия, либо другая вакциноуправляемая инфекция, государство оставляет за собой право не допускать в детские дошкольные учреждения, а также в школы детей, не имеющих защиты от данного заболевания. Начальник лечебно-профилактического управления Министерства здравоохранения Абхазии Батал Кация призвал родителей проявить ответственность и вакцинировать своих детей, в первую очередь ради безопасности самих детей и всего общества. Когда маленький ребенок синюшный лежит, ему тяжело дышать, и все стоят взрослые и думают, как ему помочь. Это ужасное зрелище, поверьте. И слава Богу, пока еще обходилось у нас, дай Бог, без каких-то печальных последствий. Это комплексные вакцины, комбинированные. Если мы не будем их делать, то дальше мы можем сказать с уверенностью, что у нас будет еще одна вспышка других заболеваний, более сложных. Как отметила Саида Делба, заместитель министра здравоохранения Абхазии, необходимо рассказывать людям о важности вакцинации, и ведомство будет и дальше проводить эту работу. Путь у нас только один – объяснять людям и говорить о том, что есть необходимость, это важно, это наше будущее. Поэтому по результатам того, что мы сегодня общались, будут предложения, мы будем формировать один еще единый документ, который будет отражать наше видение и дальнейшие действия Министерства здравоохранения совместно со всеми подведомственными лечебными учреждениями. Касаясь вопросов столь важных, как иммунизация общества, необходимо помнить, что ответственное отношение каждого гражданина к вакцинированию – это в первую очередь защита себя и своих близких. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.